В экономике правила, как на автомобильной дороге. Там соблюдаешь на дороге правила дорожного движения, ты доедешь. Не соблюдаешь, ты попадешь в аварию. То же самое в экономике. Если есть правила, ты их соблюдаешь, вся страна будет успешно двигаться вперед с хорошим настроением. А если ты придумываешь свои какие-то правила в экономике, которых нет в признанном научном сообществе, то вся страна попадает в аварию. Инвестор хочет вложить деньги в аэропорт. Да ради бога, пусть идет и вкладывает. А при чем тут наш бюджет, можете мне объяснить? Несколько раз Россия поднимала вопрос о создании единой валюты или в рамках таможенного союза, или с Республикой Беларусь. То есть, конечно, для руководства России это важный вопрос. Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить об экономике. Нам периодически объясняют наши власти о том, что вот есть куча проблем, и какие-то проблемы мы не можем решить самостоятельно, или какие-то мы можем через какие-то определенные проекты решить задачи экономического характера. То есть, допустим, проект апартаментов должен стать неким таким локомотивом для абхазской экономики, который там приведет нас заметно, по крайней мере, улучшит экономическое состояние республики. Это то же самое говорится об абхазской энергетике, которая вот в таком предпродажном состоянии находится. Тем не менее, вот мы будем сегодня говорить об экономике с экономистом, с нашим почти постоянным экспертом Ахра Аристава. Ахра, здравствуй. Добрый день, спасибо за приглашение. Я вот периодически читаю твои блоги, твои размышления о ситуации в абхазской экономике, да, и мне кажется, что ты не столь пессимистичен в том плане, что мы вот как бы самостоятельно не можем вытянуть, да, то есть без вот таких внешних интервенций, там, продажи, там, энергетической отрасли, да, там, разрешения там, на строительство апартаментов и вообще других проектов. В общем-то, у меня ощущение, что ты, в принципе, говоришь, у нас есть, в общем-то, свои какие-то резервы, где мы можем заработать и как бы все-таки уравновесить вот ту ситуацию, как бы аховую, которая существует, как бы можно ее как-то исправить. Ошибаюсь ли я? Не ошибаешься. Ну, я всегда был оптимистом. И, конечно, очень важно, чтобы народ знал, что есть альтернатива. И альтернатива, выбор всегда есть. Конечно, не все могут вот перешагнуть какую-то грань, вот что-то осознать, потом это принять и сделать большой шаг вперед. Это не всегда получается. Я это сравниваю вот с той ситуацией перед войной с войсками Госсовета Грузии. Вот тогда нам удалось, я имею в виду народ в целом, осознать возможности свои. Вопрос ведь не только был, что будет война, потому что это надо было осознать, это надо было понять и уже подходить к этому очень серьезно. И осознание, расширение мышления своего, горизонтов своих, это процесс непростой для любого общества, для любого государства. И, конечно, народ не должен быть обманут. Народ должен знать правду. И правда, она имеет разные грани. Ну, если мы говорим об экономике, это путь. Ну, в принципе, правительство сказало свою правду, да, там, она многим не нравится, что правительство откровенно заявляет, что мы самостоятельно как бы не вытягиваем в этом плане, там нужна нам как бы поддержка, помощь извне финансовая и так далее. Финансово это значит, где-то что-то надо продать. Естественно, мир так устроен. Но дело в том, что нынешняя власть это не новая власть.
Это старая власть, которая была до 2014 года. И благодаря определенным обстоятельствам, сложившимся тогда в целом на Южном Кавказе, благодаря усилиям Сергея Васильевича Багапщ, если вы помните, такой тогда термин был на членов нынешней власти, членов правительства, свалился золотой дождь. И такое впечатление, ну, когда на тебя по 170, по 200 миллионов долларов Россия оказывала финансовую помощь только в строительную отрасль, естественно, к этому, наверное, привыкаешь, вот как к наркотику. И те параметры, статистические данные по экономике, они все показывают, что нынешняя власть, она ведет к ситуации 2014 года. Это и это валютный баланс страны, это импорт, это экспорт, это собственное производство, ну буквально все. У меня такое впечатление, что никаких выводов не сделано. Поясни, вот сейчас не ты говоришь там как бы тезисно, но все-таки эти тезисы хотя бы чуть-чуть раскрой. Валютный баланс, там, о каком валютном балансе, о каком импорте, экспорте. Я так понимаю, речь идет о том, что у нас сальдо внешнеторговое, оно опять возвращается вот к тем параметрам, которые там были тогда. Там 1 к 7, 1 к 8, кажется, был тогда. 1 к 6. 1 к 6. Да, мы завозили товаров, потребляли в 6 раз больше, чем производили и продавали за границу. Я для простых наших граждан поясню таким образом. Мы перестали опять наращивать производство. Ну, давайте вспомним 2020 год, когда сформировалась новая власть, 2021 год, 2022 год, президент, министры наши, они постоянно ездили в Москву, просили помощь. Ну, это всегда, это при каждом было, кажется, при каждой власти. Не совсем так. Было, значит, и ставку сделали на помощь Москвы. Но ставка не сработала. Ну, 1 год, 2 года, 3 года. Но уже, наверное, надо делать было выводы. И не сейчас. А делать надо было выводы уже в конце 2021 года. Что я имею в виду? Я имею в виду, что надо было сесть и посмотреть свои резервы. То есть, если Москва, это огромная держава, Российская Федерация, у нее огромное количество своих проблем, ну, не получается, как у Сергея Васильевича в 2009 году. Значит, надо искать было другой выход, надо готовиться к другой реальности, к другой ситуации. Но мы этого не видим. Мы не видим льготного кредитования, массированного. То есть массированное кредитование для абхазской экономики начинается с 5 миллиардов рублей, с 6 миллиардов рублей именно производство собственной продукции. Этого нет. Мы не видим тендеров. Через тендер бизнес получает доступ к бюджетному финансированию. Это бесплатные деньги, проценты за них платить не надо. Это тоже поддержка бизнеса отсутствует. Очень много есть инструментов, которые нынешняя власть не задействовала. Я могу даже сказать, что экономика обескровлена. То есть явно видно, но если 21, 22, 23 год у нас производство собственной продукции, мы в районе 7 миллиардов, ну, это сигнал к тому, что экономика больна. То же самое, около, там чуть больше 7 миллиардов продаем товары за границу, экспорт. Это, знаете, как у врача, вот пульс, давление, кардиограмма. Врач уже сразу может определить, что организм болен. То же самое в экономике. А когда правительство уже 4-й год, экономика больна, и никто на это внимание не обращает. И у меня такое впечатление, что это, может, специально, что ли, делают. Это же простые вещи.
А потом нам предлагают проекты, а давайте что-нибудь продадим. То есть мы идем примитивным путем. Ну, сегодня одно продадим, послезавтра второе, а куда тогда потом нашим внукам, абхазскому народу, куда идти? С другой стороны, вот давайте продадим, это, в общем-то, опять же, говорит о том, что нам нужны какие-то определенные суммы. Но вот сейчас министр иностранных дел Инал Ардзенберг, который сейчас ездит по районам, и такое турне у него, и он там, я правда не понял, почему это должен делать министр иностранных дел, и рассказывает о российско-абхазском сотрудничестве и о том, сколько Россия сделала и так далее. И он назвал сумму 110 миллиардов рублей. С 2008 года Россия оказала финансовую помощь Абхазии, то есть огромная сумма. Огромная сумма, но при этом, в общем-то, проблем в экономике у нас по сравнению с 2008 годом, у нас, в общем-то, мне кажется, в 2008 году у нас меньше было, кажется, проблем без этих денег. То есть этих денег еще не было, но вот проблем не больше было, чем сейчас. Так сколько нам нужно вообще денег? И в деньгах ли главное вот то, что происходит у нас в экономике? Деньги, они играют важную роль. Но если не знаешь, куда деваются вот такие огромные суммы, и что они впрок не идут, мне кажется, в общем-то, здесь вопросы возникают другого характера. Насколько сама система управления готова принимать вот такого рода суммы? Практика показала, что чиновники могут проглотить любую сумму, и при этом страна особого эффекта не получит. Вопрос здесь стоит в другом. Вопрос стоит в политике избранной власти. Если избранная власть не занимается производством собственной продукции, страна, которая не производит продукцию, она не может рассчитывать на добавочную стоимость. И жизнь народа никогда не улучшится. Вы можете 100 миллиардов получить помощь, вы можете 200-300 миллиардов получить помощь. Результат будет один и тот же. У нас будут бедные учителя, бедные врачи, бедные милиционеры, бедное общество. И это абсолютно простые вещи. Если мы этим не занимаемся, и, значит, потом куда-то показывать, искать виноватых, я не знаю, например, оппозиция в чем-то виновата. В чем оппозиция виновата, я понять не могу. Есть стандартные методы, есть стандартные правила. В экономике правила, как на автомобильной дороге. Там соблюдаешь на дороге правила дорожного движения, ты доедешь. Не соблюдаешь, ты попадешь в аварию. То же самое в экономике. Если есть правила, ты их соблюдаешь, вся страна будет успешно двигаться вперед с хорошим настроением. А если ты придумываешь свои какие-то правила в экономике, которых нет в признанном научном сообществе, то вся страна попадает в аварию. Вот мы в 2015 году мы были почти в аварии. Когда нам надо было выплатить тело железнодорожного кредита, этих денег не было. Вот просто не было, и к этому никто не готовился. Сейчас мы идем усиленно, упорно к очередной аварии. Мы идем к дефолту, потому что Россия поэтапно каждый год выходит из соглашения по софинансированию заработных плат бюджетников. Сумма софинансирования со стороны России 3 миллиарда 700 миллионов. И к 2025 году, значит, эти деньги нам надо изыскать. Да, и при этом никто, ни президент, ни правительство этим, по-моему, не занимаются. И мне, если память не изменяет, Руслан Хашик на пресс-конференции задавал вопрос.
главе государства. Он почему-то, мы говорим, там рост идет, бюджет, а мы успеем. Не успеют. Это уже абсолютно очевидно, что не успеют. Вот в следующем году уже, я был на бюджетном комитете по приглашению депутатов перед каникулами, вот в конце июля, 1,080 миллиона уже не хватает вот в следующем году, если Россия этот миллиард сократит. Да, естественно, если смотришь, значит, на те реальные цифры, по крайней мере, которые дает наша официальная статистика, там все видно. Там видно, что экономика больна, и экономикой надо заниматься. Я понимаю, что там ряд непопулярных мер. Каких? Ну, например, на то, что мы производим в Абхазии, надо НДС вводить на границе. Но когда политические деятели, значит, обещали отменять НДС, я некоторых предупреждал, я говорю, вы... На вывоз, то, что... Но они, вот нынешняя власть, они когда были в оппозиции, Да. они же громогласно обещали отменить НДС, а теперь, оказывается, его надо вводить. Но вводить они не могут, потому что они политизировали этот вопрос. Ну, перечисляю. Мы овощи производим, нужна защитная мера, надо вводить НДС. Мы кукурузу выращиваем, мы фасоль выращиваем, мы джемы производим, у нас, мол, завод стоит, потому что не выдерживал конкуренцию. У нас еще ряд позиций, по которым нужна защита. НДС – это не только фискальный налог. Он имеет защитные функции. При помощи него хорошо можно бороться с контрабандой той же, которая бьет по добросовестному бизнесу. А нынешняя власть, вы можете себе представить, что они этими реформами займутся? Это смерти им подобно, потому что они, будучи в оппозиции, обещали совсем другое. А сегодня НДС – это самый главный налог республиканского бюджета стал. Можно сказать, их самый любимый стал налог. Понимаете? И когда политика политизируется, говорит о более значимых вопросах, о деньгах, например. Вот как вы цитировали министра иностранных дел, 110 миллиардов рублей Россия нам оказала помощь. За 2 года 120 ушло миллиардов рублей из Абхазии за прошлый, позапрошлый год. Это каким образом? Ушли деньги из страны путем переводов. Это официально зафиксированные цифры. И я не знаю, он удивить кого-то хочет, что ли, этими цифрами. На сегодняшний день мы имеем колоссальный дефицит денежных средств в реальном секторе экономики. И этот дефицит связан с тем, что мы пользуемся российским рублем. Конечно, вы правильный вопрос задали по поводу денег. Мы деньги не имитируем. Значит, у нас возник дефицит, и поэтому раньше Сергей Васильевич, вы помните, обращался, привлек 700 миллионов рублей целевых денег на малый бизнес. Рауль Джумкович, да, Хаджимба обратился, тоже выделили там 1,2 миллиарда на именно реальный сектор экономики. А сейчас эта программа заморожена. То есть у нас 2 выхода. Насытить экономику деньгами. Это либо обращаться к России, у нас договор об использовании российского рубля, либо вводить свою валюту. И вот те услуги и те товары, которые Абхазия продает, она может продавать за абсары и частично перекрыть этот денежный дефицит. Ну, вот вы представьте, денежный оборот в Абхазии за 2022 и 2023 год увеличился на 69, почти 70 миллиардов рублей. Вот внутри страны
Было 54, стало 123 миллиарда 600 миллионов. То есть это огромная сумма, которую мы могли получить только от туристов. Россия помощь не увеличивала. Как было там 5 миллиардов 400 миллионов, так и осталось. Пенсия тоже особо российские, чтобы увеличились, я не слышал. Наоборот, там сумма уменьшается, потому что очень много, к сожалению, умерло людей, стариков, да, количество резко да, сокращается. Единственное, товаров мы больше производить не стали, и продавать тоже товаров больше мы не стали. Единственный источник – это туристы. И, естественно, если бы эти туристы платили бы за гостиницы, за продукты питания, за транспортные услуги, значит, Апсарам, они вынуждены были купить сначала Апсар. И представьте, о каких десятках миллиардов Апсаров шла бы речь. Поэтому, то есть варианты всегда есть. Просто надо, как я вначале сказал, раздвинуть грань своего мышления, осознания. Ну, Ахра, я тебя понял. Ну, понятно, что у нас большие проблемы с наличностью денежными. У нас кредитования практически никакого нет. То есть на длинные деньги у нас банки наши не кредитуют. Соответственно, большая разница между еще процентными ставками, которые там в российских банках, и у нас большая разница. Мы находимся в рублевой зоне, но по большому счету наш национальный банк, он, в общем-то, не тот национальный банк, который в таком классическом виде, да, то есть он особо какими-то функциями работы там в этой рублевой зоне не наделен, к сожалению. С другой стороны, ну, я помню все-таки моменты, когда мы какие-то деньги по линии между Национальным банком России и Национальным банком Абхазии, там, Банком России осуществлялись, да, какие-то суммы все-таки там нам предоставлялись. Сейчас вот этой работы я, в общем-то, не вижу, и понятно, когда ты говоришь, там, вот надо промышленное производство развивать, а на какие шиши, я извиняюсь, это промышленное производство развивать, ты же если у тебя вот этой кредитной линии вообще нигде нет. То есть ты не можешь прийти в банк и сказать, там, показал свой проект и сказал, вот, ребята, мне вот нужно на 3 года вот такие-то деньги. Да? Ты сейчас и на полгода не возьмешь этих денег, и если даже и возьмешь, то там такая ставка будет, что разве что торгуя кокаином ты можешь эти деньги вернуть. Мне кажется, здесь все-таки есть какое-то поле для маневра для правительства. Да, если там, допустим, я понимаю, что речь там о введении Апсара, там своей национальной валюты, да, там наши власти, наверное, не только наши власти, это наша политическая элита, она очень сильно побаивается, да, то есть она, как это мы, считай, против России идем и так далее, то есть это такой политический вопрос, вопрос политического восприятия, хотя, мне кажется, это достаточно такой вопрос твоей состоятельности, как субъекта, в общем-то, на этом пространстве, да, и если уж ты в этой рублевой зоне, как, я не знаю, в общем-то, достаточно условно фигурируешь, то, мне кажется, вполне логичным перейти и на Апсары, да, и, в общем-то, это как-то наверняка оживит нашу экономику, но опять же, я учитываю этот политический момент. Нельзя ли тогда из существующие ситуации, в общем-то, выжать и объяснить, ребята, у нас просто выхода нет, и если мы уже в рублевой зоне, тогда нам предоставляйте, в общем-то, определенную сумму денег, тем более эти деньги так или иначе возвращаются в Россию, то есть это вот как бы в одном экономическом пространстве мы вертимся, но мы могли бы развивать нашу экономику, мы могли бы развивать поддерживать нашего производителя и так далее, и не ходить как бы с протянутой рукой и ждать каких-то очередных траншей и так далее, то есть это, в общем-то, вопрос не только национальной безопасности, абхазской национальной безопасности, это, наверное, градус
это вопрос, который влияет на российско-абхазские отношения, на градус их, в общем-то, я не знаю, теплоты, там, холода и так далее в этих отношениях. Почему мы, в общем-то, вот тему, допустим, введения валюты своей национальной, мы ее вообще как-то у нас в этом пространстве не обсуждается. Да, где-то там на периферии независимые там эксперты, там, допустим, Анатолий Оторба уже столько лет об этом говорит, да, но вот в этой среде, которая так или иначе попадает в правительство или там, я не знаю, там вот в эти круги, там эта тема вообще как-то табуированная. Я могу сказать из своей практики, она не табуирована, может быть, для нынешней власти она табуирована, и они не могут как-то это вот осознать. Ну, для них это не приоритет, я вижу, потому что валюта, это, конечно же, связано сразу вопрос строительства реально крепкой экономики собственной и повышение благосостояния. Что такое валюта? Если у вас есть своя валюта, вы можете заниматься эмиссией. Если вам не хватает денежных средств, или это связано с ростом экономики, или это связано с инфляцией, вы можете все время восполнить и экономику, экономику финансировать деньгами. Да. Если экономика недополучает деньги, первое, что страдает, это производство собственной продукции и экспорт. Когда страдает производство и экспорт, под удар первые попадают граждане страны, у них перестает расти зарплата и перестает расти пенсия, уровень жизни падает. Поэтому управление деньгами – это важнейший инструмент, который дается в мире только суверенному государству. То есть печатать деньги, иметь свою валюту имеет право только суверенное государство. Мы это право имеем. Я не считаю, что я работал в правительстве, и это не было табу. Мы этот вопрос обсуждали и с российской стороной. Но в то же время российская сторона, конечно же, для них это ценно политически, что есть независимое государство, которое вместе с Россией пользуется единой валютой. Если вы помните, я думаю, что даже в текущей ситуации вы отслеживаете, несколько раз Россия поднимала вопрос о создании единой валюты или в рамках таможенного союза, или с Республикой Беларусь. То есть, конечно, для руководства России это важный вопрос. И я думаю, что мои коллеги меня поймут, и было совещание, на котором я присутствовал. Совещание проходило в 2016 году, в конце, по-моему. И когда обсуждался вопрос национальной валюты, я не знаю, кого вы имели в виду, что это табу там для кого-то, для нас тогда это табу не было. Ну, по крайней мере, да. Потому что нет другого выхода, да. И пришли к выводу в той ситуации, что, значит, как стоял вопрос, что участвовать в создании новой валюты с Российской Федерацией. По крайней мере, тогда речь шла так. Если говорить чисто о переходе на национальную валюту, валюта один из факторов как положительного эффекта, так и отрицательного эффекта. Там разный может быть эффект. Именно в сфере туризма. То есть для любого гражданина, если так же, как транспортная доступность и другие, значит, факторы положительные, обмен валюты, он не является таким фактором полезным.
То есть мы можем часть российских туристов потерять. И что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем то, что Российская Федерация самостоятельно эти вопросы решает. Ну, могут быть разные причины, связанные с Украиной, и с ситуацией с Западом. Мы не знаем, почему Абхазия в этом не участвует, потому что планы создания единой валюты с Российской Федерацией, с таможенным союзом обсуждались. То есть это не было никаким табу. Вы помните, и пробно была выпущена, имитирована часть абсаров. Были приняты решения тогда и нашим парламентом. Но касаемо снабжения, скажем так, по-простому, нашей экономики рублями, раз мы пользуемся, он обсуждался постоянно. И есть нормативы. Вот, например, недавно было озвучено, что ВВП достиг 45 миллиардов. Ну, у разных экономистов разные оценки, но даже по этим данным, что у нас ВВП достиг 45 миллиардов, у нас банковский кредитный капитал должен быть как минимум миллиардов 20. 20 миллиардов наши банкиры должны этими ресурсами вообще его доля там в общих доходах бюджетных, она какой-то очень мизер составляет, по большому счету. Она не мизер, но недостаточно. Но недостаточно, я имею в виду все-таки долю там в обычной нормальной стране, там в других странах банковский сектор экономики, банковская сфера, она достаточно большие деньги приносит в общую копилку. У нас, если посмотреть доходная часть бюджета, какие налоги приносят, то есть мне вообще удивительно, как мы вычисляем вот этот ВВП 45 миллиардов, да, или там какие-то другие суммы, да, при той серой экономике, которая у нас там вообще существует, да, вот каким образом мы вот это все вычисляем, да. Мы до сих пор, еще я помню Геннадий Леонидович Гагуля, да, этот в 2003 году, когда он стал главой президентской администрации, тогда он пытался ввести как бы всеобщую, там, везде кассовые аппараты поставить, да, вот, то есть 20 лет прошло, мы до сих пор кассовых аппаратов не ввели, то есть если там вы видите где-то кассовый аппарат в каком-то магазине, супермаркете, это для собственного удобства, для собственного учета, но вот как бы для учета вообще продукции через там налоговые структуры и так далее у нас этого нет, и поэтому для меня вот эти все цифры, там 45 миллиардов и так далее, там возможности там разных сфер, это вообще такая терра инкогнита, потому что можно любую, в принципе, цифру назвать и подогнать под это определенное видение, почему эта цифра имеет право на жизнь, да. То есть, мне кажется, главная все-таки проблема наша в том, что мы, опять же, я возвращаюсь к этим 110 миллиардам, мы, в общем-то, экономика у нас достаточно хаотичная, по большому счету, да, то есть у нас нет каких-то особых целей, да, задач, да, то есть мы не говорим о том, что вот мы в такой-то период там увеличим наше промышленное производство, да, то есть наша экономика строится на том, что приедет турист и, слава богу, приехал, не получилось, ну не получилось, да, вот как я вот сейчас недавно слушал отчет там по доходам, отчетам, там президент ездил по районам, да, там в Ачимчирском районе там большие проблемы с исполнением доходной части бюджета в силу того, что как бы рыбы в этом году как бы с рыбой у нас как-то не сезон оказался, да, то есть и все эти заводы, промышленные предприятия рыбоперерабатывающие, которые расположены в Ачимчирском районе, они фактически не работали, естественно, вот как бы доходов нет. То есть мы опять же исходим из того, что вот
Даст, будет погода, будет, ну, что-то получим. Не будет, ничего не получим. У нас как бы других заменяющих факторов нет. У нас нет вот какого-то такого особого планирования. Понимаете, там Советский Союз, там, да, у многих там какие-то свои, но там все-таки в самой системе планирования есть свои плюсы. У нас же и планирование заключается там в продаже каких-то там, я не знаю, активов, да, которые потом непонятно и очень всегда сомнительно, что это что-то принесет тебе. Да, учитывая, опять же, как мы эти тратим деньги, куда они уходят, тоже мы не вкладываем же, мы же не говорим, что это пойдет в банковский сектор на поддержку там, как бы, промышленности и так далее. Ну, просто как бы машина кахает, и все. Но почему у нас, я все-таки, наверное, к самому главному вопросу вернусь, почему у нас до сих пор, в общем-то, не заработала ни одна программа социально-экономического развития? Вот у нас было несколько программ, в том числе и которые там абхазская диаспора там финансировала, да, Беслан Агарба там в свое время там ее анонсировал и так далее. Но почему у нас вот такое, как бы, ну, показали этот документ, отложили и живем, как живем. Никакой стратегии, никакой программы. Просто вот как бы работаем, как работаем. Да? Будут деньги, будут. Нет, нет. Почему у нас вот этой культуры не прижилось? Здесь много причин. Я опять же начну с того, что вы упоминали политические элиты. Любая политическая организация. Нет, почему? У нас на политическом поле присутствуют разные организации. И, конечно же, да, когда декларируешь и что-то озвучиваешь политически, будучи в оппозиции, это одно. Потом, когда приходишь к власти, ты сталкиваешься с тем, что, оказывается, надо менять законодательство, надо укреплять отчетность, о которой вы сказали, надо, значит, менять налоговое законодательство. И, значит, потом получается, что не способны реализовать политические лидеры эти обещания. И в этой ситуации лично у меня надежда только на новое поколение. Потому что говорить одно, потом прийти во власть, и потом это не делать, я думаю, вот этот цикл уже там давнишний, мы должны закончить. Конечно, были разные периоды, разные причины, но мы сегодня стоим в ситуации, когда у нас не урегулированы вопросы, связанные с расслоением общества. У нас никогда в стране не будет справедливости, если мы не будем законодательно стремиться к тому, чтобы закрепить, кто есть богатый, кто есть бедный, кто есть средний. Это касается не только бизнеса. Мы никогда не перейдем к современным технологиям цифровым в области экономики или в других областях. То есть это тяжелый шаг. Да, когда политические лидеры обращаются к народу, народ им доверяет, они за них голосуют, а потом те приходят в кабинет и сталкиваются с колоссальным сопротивлением. Конечно, колоссальное сопротивление. Вот по-простому Национальный банк в прошлом году дал цифры, денежный оборот составил 123 миллиарда 600 миллионов. Это значит, что даже по ныне действующему законодательству, то есть бюджет Абхазии должен быть, государственный, я имею в виду все бюджеты, и республиканские, и местные, больше 12 миллиардов рублей. А он в районе там, меньше 8. 4 миллиарда. 4 миллиарда крепкая власть. Она должна эти деньги изымать у бизнесменов для общих целей, для народа. Но эти 4 миллиарда не изымаются.
А для того, чтобы их изъять, да, будут конфликты, потому что за каждой налоговой, значит, операцией, связанной с фискальными действиями, стоит конкретный человек с конкретной фамилией, стоит конкретная семья. И поэтому, когда политики идут в политику, они должны четко понимать, если они хотят обеспечить строительство цивилизованного государства, а цивилизованное государство современное, оно основано на социальной справедливости и на разделении труда. А для того, чтобы обеспечить справедливость, значит, надо соизмерять свои возможности. То есть ты сможешь это сделать или ты не сможешь это сделать. Вот даже ввод собственной валюты. Значит, если у нас в стране нет борьбы с коррупцией, закон о декларировании где-то завис, я так и не понял, значит, он работает, не работает. Судя по тому, что говорят общественные деятели, тот же Астамур Какали, он не работает. То есть люди на должностях сидят, декларации не сдают. Над валютой нужен жесточайший контроль. А вы в нашей стране, вы представьте, мы начнем имитировать валюту, и это, значит, руководителю Нацбанка надо будет мини-армию выдать, чтобы к нему все не приставали. Или будет как в Греции, где нет таких заводов, да, там, как Mercedes или там, других гигантов. Но там больше 30 миллиардеров оказалось. А потом оказалось, что у страны больше 300 миллиардов евро долг. Больше их ВВП в несколько раз. Надо идти поэтапно, проводить конституционную реформу, надо сокращать госаппарат, надо прийти к соглашению в обществе между всеми политическими силами, какую мы строим страну. А страну мы должны строить справедливую, потому что справедливость у нас заложена в нашей культуре и в традициях. Мы так жили веками. В Абхазии категорически не приемлют несправедливость. То есть и у нас выхода нет, мы все равно будем делать эти реформы, иначе у нас политические кризисы не закончатся. Но уже верить надо, смотреть на биографию людей. Понимаете, если человек успешен на разных этапах, значит, можно кому-то и поверить. А если человек не успешен, он там в одном месте работал, работу завалил, в другом месте работал, работу завалил, а потом вдруг хочет на какие-то руководящие должности попасть. Люди в это верят, а потом люди удивляются. А зачем удивляться, если человек нечем похвастаться? Я имею в виду разного уровня руководителей. И зачем нам такие эксперименты нужны? Вы с чего начали? Мой оптимизм. Мой оптимизм связан с тем, что у нас есть очень хорошие положительные факторы. Это первое. У нас есть российский турист. У нас на одного гражданина Абхазии уже более 10 туристов. Второй страны такой в мире нет. То есть у нас есть спрос. То, что вы говорите, у нас, да, были попытки спланировать, найти свое место в мировой экономике. Естественно, потому что мы видим, значит, мы тратим больше 10 миллиардов на продукты питания, завозим, чтобы тех же туристов кормить. Там ниша есть, в транспортных коммуникациях ниша есть. Тот же транзит. Вот прежде чем говорить о транзите, сначала надо свою страну в порядок привести. Иначе мы попадем, как вот с ЖД кредитом мы же попали. Дай Бог, чтобы мы по аэропорту не попали. И почему-то подписываются договора, инвестор хочет вложить деньги в аэропорт. Да ради Бога, пусть идет и вкладывает. А при чем тут наш бюджет, можете мне объяснить? И почему такая вот попытки, да, вот это просчеты и промахи российских бизнесменов должен оплачивать наш бюджет? Вот я никак понять не могу, в чем провинился наш народ. И если мы урегулируем... И подводить платформу, да, вы не хотите, чтобы да, закрываем, проводим реформы,
имеем ресурсы, да, можем к России обратиться по денежной эмиссии, мы имеем на это законные права. Россия может отказать, ради Бога, мы имеем законное право вводить свою валюту, мы должны выглядеть достойно и солидно. Тогда во всех этих проектах можно участвовать. Наш минус в том, что мы не хотим никуда вкладывать, мы экономить не хотим, бороться с коррупцией, получается, не хотим. Если ты с коррупцией не борешься, ты не сэкономишь. Мы не хотим сокращать госаппарат. Превратили это в политику, то есть в обмен на политическую поддержку обещаются должности массированно вместо строительства экономики, вместо того, чтобы наши граждане занимались любимыми делами. У меня такое впечатление, у нас во власти люди их как будто заставили этим заниматься. А может, им надо пообещать другие возможности, может, они в другом месте себя проявят. Далее из этого, из экономии, из реформ вытекают последствия, связанные с тем, что появляются ресурсы. Вы можете вложить деньги в аэропорт, создать совместное предприятие с тем же инвестором. Или вот про транзит сейчас заговорили, который сейчас абсолютно неприемлем. Но если вы не будете иметь своих денег, вам опять придут, скажут, надо еще один ЖД-кредит взять, чтобы транзит открыть и еще на шею нашего народа повесить. Мы же к этому не готовы. А если ты не вкладываешь свои деньги, то за границей думают только однозначно в одном направлении. Если они свои деньги на это не тратят, значит им это не надо. И целая страна начинает выглядеть несерьезно. И вообще зачем говорить про транзит в Грузию, даже если это надо России, при том, что у нас с ними вопросы, и Тбилиси нам создает массу проблем. Закон об оккупированных территориях, они пытаются внушить миру, что у нас территория оккупирована. Про транзит мы все-таки, Ахра, сделаем отдельную передачу, я тебя обязательно приглашу, мы поговорим, ну, через пару месяцев, наверное, мы все-таки вернемся к этой теме, да. Но я все-таки хотел бы, наверное, подводить черту под нашей сегодняшней передаче и по нашей теме экономики. У нас, я бы хотел бы все-таки, чтобы чуть-чуть хотя бы долю какого-то оптимизма ты вот нашим зрителям как бы преподнес и, естественно, как бы в определенных временных рамках, да, сейчас не растягивая, не размазывая его там на несколько минут. Оптимизм, он связан с теми цифрами, которые у нас есть, даже если ты в них не веришь. Понятно, что у нас большая доля теневой экономики, и это связано с законодательством, а не потому, что у нас люди налоги платить не хотят или они плохие. По закону могут не сдавать отчет все, кто находится в режиме спецналога. Но если мы посмотрим, ну вот Юра Хагуш смог же в Гагарском районе, да, резко повысить доходную часть Гагарского района там чуть ли не в 2 раза, да, там почти в 2 раза, да. Я не думаю, что в 3, да, я не думаю, что количество туристов в 3 раза увеличилось. Я думаю, что просто Юра решил, в общем-то, привести более-менее в порядок, вывести из тени вот как бы существующую ситуацию там в вверенном ему районе, да, и результат как бы, в общем-то, виден, да, по этим доходам, то есть бюджет Гагарский район стал финансировать по собственные там уже где-то дорогу отремонтировать, где-то водопроводы и так далее, то есть не ходит там с протянутой рукой к центру, да, не приезжает там сухим. Молодец, молодец. Значит, можем же все-таки, можем же, да, то есть, но это, опять же, это же не системное. Это не системное. Это вот Юра Хагуш там вот на своем месте, он вот как-то решил, что я не буду здесь, в общем-то, грести лопатой, я как бы наоборот пойду с лопатой и выгребу вот все, что там как бы, да, в общих целях. А вот то, что это не система, это не Юрина. Да, Юра нажил много даже врагов. То есть как раз таки надо выстраивать систему, чтобы руководитель не превращал
свою деятельность в личные разборки. Понимаете? Конечно, Юрию это нелегко далось. Да, у нас маленькая страна. Мы слышим о разного рода конфликтов, которые он прошел. Но граждане не должны это воспринимать как их личный конфликт с руководителем Гагринского района. Но они так будут думать, если будет выстроена соответствующая система и проведены реформы. Где наши резервы? Ну, если мы, значит, кукурузной муки завозим, ну, там разные оценки. Сейчас сложно добиться статистики, но почти там 500-600 миллионов речь идет. А эти 500-600 миллионов могли наши крестьяне получить. Да, тот же рынок пищевой продукции. Наши крестьяне, получается, они отрезаны от города, они отрезаны от туризма. И вместо того, чтобы властям думать, как поднимать уровень жизни, дохода, выстраивать систему для своих граждан, почему-то вот вдарились в инвесторов и в инвестиции. Есть инвесторы, да, они те, которые привезут к нам новые технологии, то, что мы сами сделать не можем, да никто не против. Наоборот, это необходимо стране. Но я, насколько вижу, за последние 6-7 лет, ну, гостиницы точно наши сами могут строить. Накормить туриста тоже могут. И много полезного могут сделать и превращать наш народ, я не знаю, там просто в наемных работников. То есть какое идет обоснование? Будут рабочие места. Кого? Вот учитель недавно в Гагре искал рабочее место. Учитель. Знаете, что ему предложили? Охранник. Это все-таки как бы очень сейчас как бы тема слишком большая, да, мы сейчас пойдем по разным тропинкам, да, эти тропинки у нас бесконечны. Я все-таки буду закругляться, да, и мы сегодня говорили о экономике, о том, что в принципе, если более-менее так навести какой-то порядок, с умом подойти к этому, наверное, все-таки можно иметь реальную перспективу, а не вечно ходить в должниках, вечно ходить там с протянутой рукой. Я напомню, сегодня мы говорили с нашим постоянным экспертом, уже почти постоянным экспертом, экономистом Ахра Арестава, я Инал Хашик. Прощаюсь с вами. Еще раз напоминаю, что нашу передачу можете увидеть на одноименном YouTube-канале «Чегемская правда», на одноименной странице на Фейсбуке. Также вы можете ее увидеть на телеканале Абаза и на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. Я прощаюсь с вами. Ахра, большое спасибо. До свидания. Спасибо за приглашение. До следующей встречи.